четкий ответ на вопрос, с какого возраста я занимаюсь творчеством, я дать не могу. Но, тем не менее, факт остается фактом. Рисование сопровождает меня на протяжении всей моей жизни. Изначально в некой степени это скорее врожденный талант, и мои родители заметили его и решили его развивать. И где-то в классе, может, втором или даже третьем, меня отдали в художественную школу. Но много времени я там не провел, потому что мне показалось, что меня там слегка ограничивают. И поэтому уже спустя несколько лет я решил оттуда уйти, развиваться уже самостоятельно. Дома я стал смотреть самые различные уроки по рисованию, стал развиваться в различных направлениях, стал понемногу улучшать свои навыки в самых различных аспектах рисования, начиная с композиции, наброска и заканчивая покрасом. Нынешнее направление, в том, в котором я хочу развиваться, это в первую очередь стилизация. В некоторой степени это минимализм, упрощение деталей, но тем не менее сохранение именно основ рисования, этих правил, которые нужно соблюдать. Свой стиль я бы назвал, конечно, непосредственно своим, собственным, но как бы того ни хотелось, то есть быть уникальным, ни на кого не похожим, это при всем желании не получится сделать. Для меня, в первую очередь, рисование – это способ самовыражения в плане именно передачи своих эмоций в момент рисования картины, передачи отношения к чему-либо, именно запечатление того самого момента вдохновения редкого, который наступает, скажем так, редко, но метко. Это очень громкое слово, но тем не менее вкладываю в каждый рисунок частичку своей души. И именно поэтому я стараюсь, чтобы каждый рисунок выглядел уникально, имел какую-то свою особую атмосферу и чтобы цеплял чем-то новым. Использовал всегда очень яркие цвета. Всегда старался, чтобы работа выглядела ярко, чтобы она была сочной, красивой и именно цепляла глаз. Конечно, с изучением теории цвета все это немного предутихло. Я стал более терпим к цветам, стал больше в них разбираться, но тем не менее эта жажда к проявлению чего-то яркого, к чему-то, что было приятно глазу, чтобы его цепляло, во мне осталось. И мне кажется, в некоторой степени это и можно называть фишкой, стилем. Плохое настроение на самом деле можно передать на рисунке совершенно разными способами. Это и в композиции, взять фигуру и нагромождать ее фоном как-нибудь, создавать ощущение нагнетения обстановки. Ну и непосредственно сами цвета. Я все так же использую почти полную палитру цветов в работе, но тем не менее я их иногда сильно приглушаю, чтобы создать атмосферу. Или же просто беру цвета более холодные, чтобы как раз таки передать всю эту печаль, тягость, грусть. Я очень люблю рисовать пейзажи, и непосредственно в последнее время я очень полюбил портреты. Стараюсь совмещать именно пейзажи и портреты в каких-то сюжетных работах. В основном в последнее время я увлекся непосредственно иллюстрацией, именно астинских произведений. И как раз таки там очень важна именно сюжетная составляющая, то бишь само окружение, персонажи, их действия, их движение, динамика. И это я пытаюсь передать в своих работах. Это скорее именно произведения относительно новые, именно нового периода. Непосредственно самих писателей, не фольклора. Среди них Костах Итагуров, Коцоев Арсен, ну и так далее, там довольно много. Одна из самых первых работ – это произведение Арсена Коцоева «Дада Алтамат». Само оно по себе юмористическое, и как раз-таки в тот момент я увлекся карикатурным стилем. И так все сошлось, то, что произведение юмористическое, стиль карикатурный, и в итоге на свет появилась вот такой вот альбом иллюстраций с карикатурным стилем. Мои работы фигурировали на выставках, ну, в частности, это были школьные выставки. А вот эти самые альбомы с иллюстрациями произведений, они используются на уроках астинской литературы, чтобы ребенку было проще понять, представить себе всю картину, обогатить свое представление непосредственно иллюстрациями. Вообще, в будущем я планирую связать жизнь с медициной, но, однако, я планирую рисование никуда из жизни не выбрасывать, не исключать. Я хочу как-то это грамотно связать, потому что я слышал много раз, что рисующий врач – это довольно редкая находка, и он везде довольно-таки ценится. Потому что, опять же, медицина, там очень важны записи, важно иллюстрировать каждую часть человека, чтобы представлять себе это все.
Дело в том, что анатомия медицинская, она подразумевает под собой именно все эти термины, как они между собой связаны, что от чего работает, от чего зависит. Все мое окружение прекрасно понимает мое хобби, и они стараются меня по возможности во всем поддерживать. Родители поддерживали меня в моем начинании, а именно отдали меня в художественную школу. Но даже после того, как я ушел оттуда, они не перестали меня поддерживать. Именно каждую свою нарисованную работу я показываю им. Они поддерживают меня, высказывают свое мнение, иногда даже некую критику, что я также безумно ценю, мне очень важна критика. Что касается техники рисования, я стараюсь практиковать как традиционное рисование, то есть непосредственно бумага-карандаш, или же рисование именно на планшете. То есть специальное приложение, я там рисую. Кстати, рисую большую часть своего времени именно там, потому что это и компактнее, и быстрее, и сам процесс, он более мобильный. На самом деле я практиковал с самого начала именно пути развития как диджитал-художника, то есть рисующего на планшете. Я изначально делал наброски на бумаге, фотографировал их, переносил на планшет, уже там обводил, раскрашивал. Но постепенно этого стало отходить, потому что то ли мне стало лень каждый раз доставать бумагу, то ли я научился сам уже непосредственно в приложении рисовать сами наброски. И в данный момент стоит именно четкая грань у меня между рисованием на бумаге и рисованием на планшете. То есть я стараюсь их не совмещать никак. Для меня это две разные степи. Очень хотелось бы издать не то чтобы мангу, скорее просто какой-нибудь комикс в стиле приближенном к аниме. А пока что я просто вдохновляюсь некоторыми тайтлами и рисую самих персонажей оттуда, развиваюсь в именно этом направлении стиля аниме, как раз таки стилизация. Сейчас есть наработки одного проекта, веб-комикса. И вот пока что стараюсь работать над ним. Прочитав какую-нибудь мангу или посмотрев какое-то аниме, мне, конечно же, нравятся некоторые персонажи оттуда, становятся некоторые любимчиками в плане дизайна, в плане характера, их действий и так далее. И я, конечно же, рисую их тоже. Но, тем не менее, они остаются в голове. Может, я уже забываю их со временем, размываются образы, но остается именно сама их часть, которая мне сильно нравилась. И эта самая частичка, она выражается в моих собственных персонажах. То есть некоторую параллель можно проследить между ними. На данный момент я составляю план сценария. Он будет разделен на 5 эпизодов, и пока что полностью дописан только 2-й. Я сейчас начал писать 3-й эпизод и параллельно зарисовываю дизайны персонажей, окружение, сам сеттинг мира, города, где происходит действие. Что касается манги, из-за того, что она черно-белая, у меня была мысль рисовать ее на бумаге и потом через принтер как-то копировать или что-то такое с ней делать. Но позже я понял то, что рисование на бумаге мне не особо подходит, потому что все-таки не самое... Ну, в общем, для меня это не очень удобно было. И там в манге в основном очень большие места залиты именно черным цветом. И сами мангаки, они редактируют все свои работы именно в компьютере, грубо говоря. Именно поэтому я решил полностью перейти на планшет. Я рисую там, я выбрал для себя оптимальный размер холста. У меня уже был опыт с выпуском некоторых работ серийных, что вот я нарисовал и сразу же выпустил. Это была одна из моих самых больших ошибок, потому что так делать, ну, может и можно, но в моем случае это было дико неудобно, потому что иногда просто не успевал, и это превращалось именно в работу, что я категорически не приветствую для самого себя. И происходило некое выгорание, из-за чего я проект сейчас забрасывал. Проекты я делаю по одной очень простой причине. Будет крайне банальный ответ, но ради популярности непосредственно всем этого хочется, не буду это скрывать. Хочется, чтобы люди знали даже не столько меня, сколько именно моих персонажей. То есть в наше время огромную роль играют медиа, соцсети различные. Натыкаюсь на эдиты, обработки с персонажами самыми различными из аниме, комиксов, манг. И каждый раз одна и та же мысль. Блин, хочу так же.
Изначально в своих самых первых проектах я прописывал только основной сюжет. Допустим, вот есть какое-то место, вот есть пару персонажей, они что-то будут там делать. И именно поэтому где-то к середине комикса я задавался этим вопросом, а что дальше? Куда мне персонажей этих девать, что с ними будет, к чему они придут, как они изменятся. Сейчас я стараюсь этого избежать, стараюсь продумывать все до самых мельчайших деталей, продумывать все сюжетные повороты, изменения персонажей, их развитие, возможно, у некоторых деградацию, на что также интересно смотреть читателю. В общем, стараюсь продумать все до самых мелких деталей, и уже потом это все воплощаю непосредственно в комиксе, в иллюстрациях, чтобы читатель во время того, как ознакомливался с произведением, у себя в голове отмечал некоторые детали, спустя время был такой эффект типа «А, так вот для чего это было». И вот. На самом деле вот эти вот работы иллюстрационные, эти самые альбомы, это одни из немногих проектов, которые стоит рисовать именно в реализме. Даже в некоторой степени. Почему так сильно их и люблю? Потому что они являются и некоторым отдыхом от стилизации. Как бы сильно не обожал стилизацию, от всего нужен отдых. Иначе выгорания не избежать. Именно поэтому иногда я берусь за подобные работы, чтобы просто набить руку в реализме, это довольно полезно для художника. И просто отдохнуть в некоторой степени от самого себя, от стилизации, от своих проектов. Не сказал бы, что легче, скорее просто, когда делаешь что-то очень долгое время, нужно отдыхать от этого. Если бы рисовал долгое временный реализм, я бы рисовал стилизацию, скорее всего, в перерывах. А в моей ситуации все наоборот. Так что, мне кажется, тут именно идет как отдых от отдыха, назовем это так.